3 по 6 число президент Кыргызской республики Садыр Нуркожоевич Жапаров по приглашению председателя КНР господина Си Цзиньпина совершил рабочий визит в Китайскую Народную Республику. В рамках данной поездки президент Кыргызской республики принял участие в официальной церемонии открытия зимних Олимпийских игр города Пекин. Там участвовали все гости, в том числе и президенты, премьер-министры из разных стран, около 30 лидеров. Также в рамках поездки президент Садыр Нуркожоевич Жапаров провел двустороннюю встречу с председателем КНР господином Си Цзиньпинем. Я думаю, данная встреча была важна для нас, поскольку впервые президент встречается лицом к лицу председателем КНР, знакомство. Конечно, до этого велись телефонные переговоры, по линии ВКС велись разные встречи, но это была живая встреча двух лидеров. В рамках данной встречи мы обсудили ряд вопросов, которые нас волнуют в кыргызско-китайских отношениях, в том числе дали оценку нашим 30-летнему сотрудничеству, которое в этом году обе страны отмечают установление дипломатических отношений 30-летию. В рамках данных переговоров мы дали полную оценку нашим двусторонним отношениям, достижения, успехи и определили наши дальнейшие перспективы. Конечно, в рамках переговоров мы больше обсудили экономические вопросы, поскольку в период пандемии у нас было снижение торговли, привлечение инвестиций, поэтому мы эти важные экономические вопросы обсудили очень подробно. Например, вот Торгу-Артыркеш-Там, контрольно-пропускной пункт, сейчас в очень ограниченном количестве идут грузовые перевозки. Мы очень подробно рассказали и попросили изучить эту возможность, расширить пропуск грузовых автотранспортов, транзитных и направленных грузов в Кыргызстан. Китайская сторона, они очень внимательно изучают, они сказали, поскольку эпидситуация сейчас до сих пор присутствует, но тем не менее они готовы изучить эпидситуацию в Кыргызстане, в регионе и готовы это направление рассмотреть. Второй вопрос был, конечно, возобновление авиалиний между Кыргызстаном и китайскими городами. Это также связано с эпидситуацией. Они также дали поручение своим экспертам изучить ситуацию и рассмотреть возможность возобновления авиалиний. Я думаю, эти направления в ближайшее время будут продвигаться вперед. Кроме того, конечно, мы обсудили ряд инвестиционных проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства, в сфере строительства и других направлениях. И мы получили полную поддержку из китайской стороны, они готовы поддержать. И единственное, конечно, была просьба, чтобы была инвестиционная безопасность. Да? Безопасность граждан Китая – это безопасность их личная, безопасность их финансов и, конечно, эпидемиологическая безопасность. Если эти вопросы будет как бы обращено внимание, они готовы там, дать указания соответствующим компаниям, чтобы они приезжали, работали в Кыргызстане. Конечно, другим из вопросов был, китайская сторона очень внимательно отслеживает ситуацию в Центральной Азии, в регионе, ситуацию в Казахстане. В этой связи они очень подробно обсуждали эту вопрос безопасности Центральной Азии и выразили свою озабоченность. И в этой связи они в поддержку правоохранительным органам, китайской стороной предложено 50 миллионов юаней технической помощи нашим правоохранительным органам. Кроме того, китайская сторона в рамках помощи по борьбе COVID, они 5 миллионов доз вакцины также предоставляют бесплатно Кыргызской республике. Также, конечно, мы обсуждали ряд вопросов, в том числе и железную дорогу, мы обменялись мнениями и достигли договоренности, что эксперты будут дальше продолжать соответствующую работу. Да, в рамках визита мы по итогам встречи двух лидеров приняли совместное заявление, где отражены весь спектр нашего сотрудничества, статус-кво и наши дальнейшие перспективы сотрудничества в рамках
международных организаций, сотрудничество в сфере безопасности, торгово-экономической, инвестиционной и сфере культуры, образования. Все эти моменты отражены, мы сегодня сейчас публикуем это совместное заявление. Кроме этого, мы также подписали протокол по экспорту сои из Кыргызской республики в Китайскую Народную Республику, поскольку они очень заинтересованы органической продукцией из Кыргызстана. Поэтому, думаю, это тоже очень важно для нас. Также была подписана программа сотрудничества между Министерством культуры Кыргызской Республики и Министерством культуры и туризма КНР в сфере культуры на 2021-2024 годы. Совместно они осуществляют ряд программ в сфере культуры, да, это тоже было полезно для нас. И, конечно, также был протокол между Министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и Государственным управлением прессы и печати КНР о реализации проекта по взаимному переводу и изданию значимых произведений классической национальной литературы. Я думаю, это тоже очень полезно для наших и для китайских читателей, и это направление будет также активно работать. Также подписан меморандум между Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики и Национальным бюро статистики КНР о взаимопонимании и сотрудничестве в области статистики. Также мы на уровне Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики и Министерством коммерции КНР мы подписали меморандум о взаимопонимании по углублению инвестиционного сотрудничества в сфере зеленого развития. Я думаю, это очень важное направление, да, где китайская сторона обращает очень серьезное внимание и готова оказать содействие развитию зеленой экономики в Кыргызстане. Это направление мы тоже будем потихоньку продвигать. И, конечно, мы также подписали это в плане побратимых городов. Это провинция Шандун, столица, город Циндао, подписал меморандум между городом Бишкек по сотрудничеству и побратимской связи. Да? Я думаю, эти подписанные документы и совместное заявление было достаточно важным для наших двусторонних отношений, поскольку мы определили наши дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества. И я думаю, визит увенчался успехом, поскольку в ходе данного рабочего визита мы успели обговорить самые нужные вопросы и личные знакомства двух лидеров. Я думаю, эта поездка открывает новые возможности, новую страницу кыргызско-китайских отношениях.